форум «Свободной России» выпустил обращение к Европе. Это обращение Каспаров назвал «Русский Тайвань». Да? В принципе, понятно, о чем он говорит. Он говорит о том, что русские, которые находятся в оппозиции к власти, на сегодняшний день лишены своего государства. И вот неплохо было бы их объединить в некое так называемое экстерриториальное государство, да, то есть государство, которое не имеет своей территории. В современном мире, в принципе, такая организация не запрещена, она совершенно спокойно может существовать. Однако в самом названии, к самому названию уже появляются вопросы. Русский Тайвань. Что значит русский? То есть это какое-то государство должно быть, в котором будут объединены сами русские. Как это вообще понимать? Куда деть всех остальных нерусских, проживающих на территории этого государства? Это во-первых. Вопрос такой, да? Во-вторых, вопрос. Нет ни одного слова вот в этом обращении колонии. Не говорится о том, что мы, нерусские народы, являемся колонией Москвы. Нет ни одного слова, ни упоминания вообще даже об этом. Тоже вопрос, да? Почему? Почему? Гарри Каспаров решил записать нас всех русскими вслед за Путиным, да? Так получается. Смотрите, дальше он пишет. Путинская Россия – это не просто диктатура, это машина войны. Война для нее не средство, война для нее форма жизни. Сегодня она уничтожает Украину, завтра будет нести смерть и разрушение дальше. Везде, где встретит слабость и неготовность к противостоянию. То есть, понимаете, о чем он говорит, да? Он говорит о том, что происходит сегодня, и о том, что будет происходить завтра, если там, ну и так далее, да? Но посмотрите, а почему же нет ни слова о том, что происходило вчера? Это как раз-таки отсылка к моему вопросу, что нет никакого упоминания о колониях, о колонизированных народах, о колонизированных территориях, да? Ведь посмотрите, война в Украине сегодня – это следствие того, что происходило внутри этого государства на протяжении там не одной сотни лет. Между прочим, хочу сказать лично от себя, что ни разу, да, ни от одного русского иммигранта, политического беженца я не услышала ни слова сожаления о том, что Россия делала и делает сейчас по отношению к нерусским народам. Ни слова. Зато мы постоянно слышим недовольство разными бытовыми проблемами. Невозможно устроиться на работу, не открывают банковские счета, там невозможно переводить там деньги, получать. Ну, в общем, все им невозможно. Вплоть до того, что я слышала такое, что русских студентов теперь европейские вузы не берут на учебу. Вот. Они все время чем-то недовольны, да. Вот. Вы понимаете, вот, и происходит какая-то подмена нарративов, да. Вместо того, чтобы говорить о том, что кто несет ответственность за то, что происходит, они говорят, что вот Европа их не принимает, Запад их не принимает. Запад их отовсюду гонит. Вместо того, чтобы говорить о том, что Россия агрессор, ведет агрессивную войну не только в Украине сейчас, она и воюет против своих собственных народов, которые проживают на ее территории. Ни один русский не вышел на митинг против того, чтобы, к примеру, да, в центральных городах, ну и не только в центральных городах, например, не было дискриминации по расовому признаку. Вот откуда все взялись эти объявления «Сдаем только славянам»? Они ведь не сегодня появились. Они появились давным-давно. И это систематически происходит.
такое вот шовинистическое отношение, да, такое вот расовая неприязнь, да, русских по отношению к нерусским. И ведь ни один либеральный оппозиционер, ни один так называемый хороший русский не вышел и не высказал свои отношения к происходящему. Дальше, миграционная политика, да, которая на протяжении не одного года и не одного десятилетия проводится в России. Никто не вышел и не сказал: хватит, хватит унижать достоинство людей. Неважно, это вот жители национальных республик или приезжие из стран Центральной Азии. Никто не вышел и не сказал, понимаете? И вот до сих пор вся вот эта русская оппозиция ни слова об этом не говорит, ни слова, понимаете? Зато вот они, конечно же, борются, хотят, чтобы Европа закончила войну, прекратила эту агрессивную войну России против Украины. Они не ощущают никакой ответственности. Они не ощущают никакой ответственности ни за то, что происходит в Украине, ни за то, что происходило на территории их собственного государства. Никакой. Вот именно это называется имперским сознанием. Получается, каждый хороший русский, он такой же хороший имперец. Более того, вся вот эта российская либеральная оппозиция, которая вот проводит митинги, размахивает триколорами, имеет наглость, да, в центре Берлина, ходит там с шариками, фонариками, призывает обывателей российских стучать в кастрюли, да, и говорит о том, что никакого вооруженного мятежа не должно быть. Она же действует вместе с Путиным. Путин создает, значит, пытается создать образ положительный, да, и они то же самое делают. И они всех вокруг обманывают. Что Путин обманывает, значит, западных политиков, что они обманывают западных политиков, говоря о том, что этот режим можно сменить мирным путем. И западные политики в это охотно верят и выдают им гранты. Вот они специально это делают, видимо, для того, чтобы получать гранты, да? А у западных политиков в голове вот такой миф создан, и он у них в головах я не знаю, на протяжении там сотни лет существует, о том, что диктатуру можно сменить мирным путем. Но это же обман. Это обман, это игра вместе с Путиным. В те же самые ворота они играют, на той же самой, значит, стороне поля. Распад России — страшные слова вообще, которые произносить нельзя. И для Путина, и для них. Они его поддерживают. Бежали они просто от войны, понимаете, от мобилизации. Вот такая значит, оппозиция в кавычках. Вот. И таких очень много, сотни тысяч. На самом деле война идет. Идет война. За 4 года. За 4 года хорошие русские не предложили никакого выхода из этой ситуации, никакого способа остановить агрессора. Никакого. Они вот все жертвы, понимаете, жертвы. Им бедным плохо в Европе, банковские счета не открывают. Жалуются они все время. Давайте нам экстерриториальное государство, какие-нибудь там черные новые паспорта нового государства, которые будут приниматься во всех странах мира. Без визы еще желательно, да? Вот чего они хотят. Нести ответственность за то, что происходит в России, за то, что Россия ведет агрессивные войны, за то, что она унижает достоинство нерусских народов, они не хотят. На самом деле это война. Те, кто уехал, могли бы вести свою войну. Они могли бы бить по болевым точкам Путина моральным, да? Смотрите, чего боится Путин? Помните, как он говорил, что самая страшная геополитическая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. Сейчас самая страшная геополитическая катастрофа с точки зрения Путина – это, скорее всего, распад Российской Федерации. Бейте по этим точкам. Бейте по этим точкам. Почему нет?
Раскачиваете эту лодку вместе с нами. Посмотрите, сколько за эти 4 года появилось национальных движений за независимость, в том числе и наша, Республики Саха. Башкирское национальное движение очень сильное. Бурятское национальное движение очень сильное. Татары говорят о независимости. Северный Кавказ говорит о независимости. Вместо того, чтобы работать вместе с нами, помогать нам, национальным движениям, они, наоборот, нам пытаются заткнуть рты. Они не хотят распада, но для того, чтобы Россия перестала быть агрессивной империей, да, как раз таки и нужно было бы принять ответственность на себе, понимаете, пересмотреть, рефлексировать, думать о том, почему произошла война в Украине, почему была Грузия, почему была Сирия, да, что вообще происходит, в чем проблема, может быть, в нас проблема. Вот отрефлексировать все эти моменты, продумать их, да, посмотреть в глаза, да, самим себе, своим страхом, заглянуть в свою историю, историю своего народа, историю своего государства, открыто, да, без страха. Тогда, может быть, изменится что-то. Нет, они так не могут. Они говорят, если Европа хочет, то она должна. Это вот прямо вишенка на торте. Если Европа хочет, а мы, значит, русские, хорошие русские, оппозиция, не хотим. И мы не должны. Это вы должны. Очень странная вообще позиция, да, вот такая инфантильная. Не берут люди, не хотят брать на себя ответственность за то, что происходит в их государстве. Ну, нет в этом ничего удивительного. Смотрите дальше, да, что дальше у нас? Буквально в тот же день они, форум «Свободной России», выкатывает декларацию граждан новой России. Вы знаете, граждан новой России, ну, они там призвали подписаться. Никому не советую делать это из национальных республик, да, потому что мы не будем являться гражданами ни новой России, ни какой-нибудь прекрасной России, ни будущей России, да, мы будем гражданами наших собственных независимых государств. Тут вот идет, значит, 11 пунктов. Россия ведет преступную агрессивную войну против Украины. Украина должна получить все необходимое, значит, вооружение. Демократический мир должен использовать все имеющиеся механизмы санкционного давления. Вооруженное сопротивление – это легитимная, оправданная форма борьбы. И 11 пункт, последний. Национальные республики и народы, ныне входящие в состав Российской Федерации, имеют право на самоопределение. Этот пункт на самом деле ни о чем. Имеет право на самоопределение кто? Я не знаю. Мы, как народ Саха, мы уже самоопределились. Мы априори имеем право на самоопределение. Да, и мы самоопределились. У нас есть своя территория, у нас есть свой язык, у нас есть своя культура. Мы определились, что мы Саха. Так же, как определились буряты, так же, как определились татары, башкиры, значит, народы Северного Кавказа, калмыки, алтайцы, хакасы, ну и все остальные народы Российской Федерации, не русские. Мы определились. И что? Да, мы имеем право на самоопределение. Дальше-то что? А где слова о независимости? Что это должно быть вообще самоопределение? Внутреннее самоопределение, да? Может быть, и венки захотят определиться, как и венки, да, у нас. Или ивен, или долганы, или юкагиры. Придут в Москву и скажут, мы самоопределяемся. Мы являемся вот там долганами. У нас должна быть своя территория автономная, да? У нас должна быть своя конституция, свой глава, свой парламент. Вот. Это имеется в виду, ну, внутри Российской Федерации, да? Или имеется в виду все-таки независимость, создание своего собственного государства?
Вот здесь вот как-то непонятно, да, очень расплывчато. И потом, когда Каспаров говорил вот об этой декларации в своих интервью, он тоже не давал разъяснений этому. Если бы он написал, то вопросов бы не было никаких. А так получается, что когда вопрос встанет о независимости национальных республик и народов, да, о получении статуса независимых государств, вот в этом они будут нас к этому пункту возвращать, да. Ну вот, у вас же есть самоопределение. Да, вы имеете, но у вас есть внутреннее самоопределение, да. Что вам еще надо? Никакого самоопределения, ну, никакого отделения, в общем, вы не получите. Есть Конституция Российской Федерации, в котором черным по белому написано: нельзя, значит, нарушать территориальную целостность государства российского. И будут руководствоваться они вот этим. Я вот думаю, что все-таки хорошие русские, не очень хорошие русские. Доверять им ни в коем случае нельзя. Да? Несмотря на все их вот эти, знаете, льстивые, значит, речи, да, самоопределение, там, проведете референдум, вот как у нас любят, знаете, всякие фри Бурятии, фри Якутии, мы только на основе самоопределения, господи, референдума. Проведем референдум, как народ решит, так и будет. Давайте посмотрим на Республику Бурятия, да, там 70% населения русские. Ну, не 70, там, но большинство русские, да. И как они будут там референдум проводить, мы, наверное, с вами прекрасно можем понимать, да. А потом, это во-первых. Ну и в других республиках, кстати, тоже, да, там, где большинство в процентном соотношении русских больше. Понятно, итоги референдума будут понятны. Или то же самое, вы знаете, пропаганда российская работает очень сильно, очень мощно. Миллиарды долларов, как я уже говорила, все это вливается. И все это льется в уши россиянам и жителям республик национальных, да, не русских. Посмотрите, и круглосуточная пропаганда. И вот как можно надеяться на то, что во время такого референдума вот наши саха все толпой не пойдут и не скажут: нет, мы останемся в составе этого мощного государства, сильного. Да, мы хотим, нам нужна сильная рука, сильная Москва, сильный центр, железный кулак. Вот где гарантии, что наши люди проголосуют за независимость в таком случае, когда у них мозги промыты пропагандой? Никаких гарантий нет, никаких. Поэтому все эти вот речи о референдумах, все эти речи о самоопределении, это все, знаете, вот так вот, разговоры для бедных, да, бла-бла, бла-бла. Ну, это people хавает, да, раньше, помните, так говорили? Ну вот, хавайте, вот кинули костей из барского стола, схавайте. Вот. Я поэтому думаю, что согласна, никаких референдумов, никаких попыток договориться, да, никаких там, я не знаю, нельзя вестись, в общем, на их посулы. Нельзя. Нельзя им верить. Никогда, никому. В истории российского государства еще не было ни одного момента, когда бы они не обманули национальные республики. Ни одного. С начала 2000-х годов началось удушение самостоятельности национальных республик. 90-е годы мы еще более-менее пожили свободно, ну, на том и закончилось все. Вот. Сейчас мы пришли к тому, что у нас отобрали выборы. У нас нет выборов. Конституции наши не работают. Они все приведены, значит, в соответствии с основным законом страны, Конституцией Российской Федерации. Своих собственных законов у нас нет. Выборов у нас нет. Да? Ну, в общем, и кто из либеральной оппозиции об этом сказал хоть слово? Нет, они об этом не говорят.
Не говорят. Кара-Мурза все время, каждый свой эфир о, значит, будущем России говорит: "Нет, нет, 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 это же страшный сценарий, распад России, ни в коем случае нельзя". Не говорят они. Им выгодно, чтобы Россия была единой и неделимой. Им выгодно. Ходорковский говорит о том, что ни в коем случае никакого распада. Что они будут делать, если Россия не распадется с нашими национальными республиками? Они продолжат имперскую политику, которую сейчас проводит, в данный момент проводит Кремль, путинский режим, Москва вообще, да? Они ее продолжат. Даже к бабке не ходите, так и будет. Им нельзя верить. Поэтому независимость, объявление о независимости в одностороннем порядке. И только потом мы будем садиться за стол переговоров и разделять, ну, я не знаю, там какие-то дорожные там схемы рисовать, да, дорожные карты рисовать, что достанется им, что достанется нам, да, будем разделять. И то мы посмотрим, и то мы посмотрим, что мы будем согласны отдать. Ну, много вопросов возникнет, все равно нужно будет договариваться. Но сначала мы объявим о своей независимости в одностороннем порядке. Это будет таким большим благом. Почему я говорю так? Вот смотрите, да, это тоже в противовес тому, что многие говорят: ну, давайте, у нас сначала будет федерация нормальная, такое большое, ну, по примеру Соединенных Штатов. У вас будут, значит, самостоятельность, у вас будут свои собственные там парламенты, права, законы, да, все у вас будет свое. Мы будем жить в такой большой правовой федерации, правовом демократическом государстве. И потом вы уже решите, стоит вам выходить, не стоит, да, у вас будет такое право. А я им, наоборот, хочу сказать: а давайте мы поживем независимо. 20 лет, 5 лет, 10 лет, 15 лет. Посмотрим, получится у нас это или нет. И потом, если у нас не получится, может быть, мы придем к вам, да, и попросим создать союз, по примеру Соединенных Штатов Америки. Или, например, по примеру Европейского Союза. Почему бы и нет? Но давайте мы поживем в независимости, и потом уже будем решать. Правда же, да? По-моему, рабочая схема. Вот. Не согласны они. Мне кажется, они не согласны. Они не согласны. Они хотят, чтобы все осталось вот такой вот был статус-кво. Статус-кво. Но мы-то с вами должны вот примерно понимать, как будут развиваться события, если мы останемся в федерации. Если мы останемся в федерации. Первую войну Саха воевали, умирали за значит, амбиции царя, да. Вторую мировую Саха воевали, умирали тысячами за амбиции Сталина, да. Сейчас чеченские войны с Саха умирали, да, непонятно почему. Сейчас то, что происходит в Украине, Саха умирали за амбиции Путина. И вот каждый раз на протяжении длительного времени, ни одного столетия, Саха умирают за амбиции тех, кто сидит в Кремле. Я думаю, что нам пора остановить эту порочную практику. Если русские сами не могут взять ответственность в свои руки за свое государство, мы сами должны эту ответственность взять. Понимаете? Они не могут, они боятся. Я не знаю, когда в жизни вообще это случится, чтобы кто-нибудь из них обратился к народам, проживающим в национальных республиках, с покаянием. Я думаю, этого не будет никогда. По крайней мере, не при моей жизни, да? Никогда этого не будет. И пока не будет покаяния, пока они не
поймут, что они натворили, и что они творили на протяжении многих веков по отношению к нам, ничего не изменится. Ничего не изменится.